Свидетельство шахада человек заявляет языком и признает сердцем. Когда спрашивают, что такое шахада, что значит свидетельствовать? Свидетельство, оно две вещи обязательно заключает в себе. Оно должно при этом иметься убеждение и заявление об этом языком. Тогда это называется свидетельство. Если человек в сердце имеет убеждение, но языком отказывается заявлять, то это не будет свидетельство. Если он говорит языком, но в сердце не согласен с этим, не признает это опять же что? Не шахада. Поэтому, чтобы стать мусульманином, нужно и сердцем, и языком. Сказать сердцем и языком. У сердца тоже есть слово. Слово сердца это что? Кавлюль кальб. Слово сердца, что это? Это его акида. Это его убеждение. Хорошо? Вот сказать сердцем и языком, засвидетельствовать сердцем и языком. Ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Все, что вытекает из этого свидетельства. Мы будем изучать дальше. Что же подразумевает? Ну, засвидетельствовал, что это означает теперь. Что от него требуется теперь. Хорошо? И говорит автор, на свидетельство указывают слова Всевышнего. Шахид Аллаху аннаху ля иляха илля ху валь малаикату ва улул ильми каиман бил кист. Засвидетельствовал Аллах, что нет никого достойного поклонения, кроме Него. И засвидетельствовали ангелы и обладатели знания. Он, Аллах, поддерживает справедливость. Посмотрите, в этом аяте Аллах Субхану ва Тааля, это аят на что? Доказательство. Доказательство на шахада. Автор по своему обыкновению, если вы помните, мы говорили, что бы он ни говорил, он обязательно после этого упоминает, приводит довод из Корана и Сунны. Здесь он говорит про что? Про шахада, про свидетельство. Про свидетельство какое? Ля иляха илляллах. Свидетельство состоит из двух свидетельств, собственно. Ля иляха илляллах, вторая часть какая? Мухаммаду Расулуллах. Что касается свидетельства ля иляха илляллах, то его доказательство на него указывает вот это высказывание Всевышнего. Из какой суры? Из суры? Али-Имран. Али-Имран. 18 аят. Посмотрите, Аллах Субхану ва Тааля сочетает в этом аяте свое свидетельство шахид Аллаху аннаху ля иляха илля ху. Засвидетельствовал Аллах, что нет истинного Бога, кроме Него. Это свое свидетельство сочетается с свидетельством кого? Валь малаикату ва улул ильм. И ангелы, и обладающие знанием. Аллах свое свидетельство сочетается со свидетельством ангелов и со свидетельством обладателей знания, со свидетельством ученых. Это указывает нам на что? На высокое положение, на достоинство уляма, на достоинство ученых. Аллах их свидетельство поставил что? После свидетельства ангелов, после своего свидетельства. Аллах сделал их, уляма, свидетелями о самом главном. О чем? О том, на чем зиждятся небеса и земли, о таухиде. Сделал их свидетелями о таухиде, их свидетельство присоединил к своему свидетельству и к свидетельству своих ангелов. Ученые, они свидетели. Свидетели по-арабски шухада. Шухада. Множественное число это шухада. Единственное число как от шухада? Шахид или шахид. Шахид. Поэтому, когда в аяте сказано, где Аллах Субхану ва Тааля упоминает верующих, говорит, что они с пророками, когда говорит про наилучшее товарищество. Пророки, потом кто? Набиин, сиддикин, правдивейшие сиддики, вашшухада, вассалихи, да, шахиды и праведники. Шахиды, некоторые думают, что это только те, которые погибли на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Нет, говорят муфассиры, что шахиды, под шахидами подразумеваются кто еще? А может быть и прежде даже, чем те шахиды. Кто? Уляма. Уляма, потому что они свидетели. Свидетели перед Аллахом Субхану ва Тааля, что до этой уммы, до этих людей донесен шариат Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. До них донесен Коран, донесена сунна. Уляма передают. И не будет потом оправданий у этих людей, что до нас не дошло, потому что уляма, они свидетели.
Далее автор говорит, смысл. Внимательно. Мы рассмотрели с вами довод на это, да? На это свидетельство. А теперь смысл. Смысл этого свидетельства. Ля иляха илляллах. Смысл этого свидетельства ля иляха илляллах. Нет никого достойного поклонения, кроме единого Аллаха. Хорошо. Здесь автор разъясняет нам смысл главного столпа ислама. Главный столб ислама. Мы несколько позже поговорим с вами о том, что ля иляха илляллах это ключ от рая. Каждый ключик он имеет зубцы. Ля иляха илляллах есть свои, как у ключа рая, есть свои зубцы. Без этих зубцов, без их наличия, ключ не откроет дверь рая. Вот одним из обязательных главных зубцов на этом ключе это знание. Этими зубцами на ключе ля иля Аллах являются те условия, при которых ля иля Аллах становится действительным. Принимается от человека ля иля Аллах. Потому что не каждый, кто сказал ля иля Аллах, означает, что у него принято, что у него есть ключ, которым откроется для него рай. Нет. Есть зубцы. Зубцы этого ключа это условия, при которых ля иля Аллах становится действительным. Так вот, одним из самых главных зубцов является илм. Знание. О чем знание? О том, что означает ля иляха илляллах. Многие думают, что сказали ля иляха илляллах, и у них есть ключ, и откроется им рай. Но как откроется, если нет этого зубца главного? Ты не знаешь смысла ля иляха илляллах. Что означает ля иляха илляллах? Человек непременно должен знать смысл ля иляха илляллах. К сожалению, очень многие люди из тех, кто причисляет себя к исламу, в мусульманских странах, не знают, что означает ля иляха илляллах. И автор, рахимахуллаху та'аля, в другой своей книге, он говорит, да обезобразит Аллах того человека, чье знание об основе ислама меньше, чем знание Абу Джахля. Уступает знанию Абу Джахля. Потому что Абу Джахль, враг пророка, алейхиссалату вассалам, самый непримиримый его враг, он знал, что такое ля иляха илляллах. Он понимал, что значит ля иляха илляллах. А многие из тех, кто себя сегодня называют мусульманами, считают, что они мусульмане, они не знают смысл ля иляха илляллах. Автор говорит, даже самые выдающиеся из тех, кто говорит, что нет нужды в изучении таухида, таухид и так всем известен. Много таких. Что изучать таухид? Таухид и так ясен. Я тебе сейчас за минуту объясню, что такое таухид. И нет нужды в том, что обращать на него внимание. Так вот, из них самые выдающиеся, самые знающие из них, которые говорят, не надо таухид изучать. Так вот, самые знающие из них говорят, что ля иляха илляллах означает, что не творит, не посылает пищу, удел, не управляет делами никто, кроме Аллаха. То есть нет Господа, кроме Аллаха, нет Творца, кроме Аллаха, нет посылающего ризк, пропитания, кроме Аллаха, нет управляющего вселенной, кроме Аллаха. Они говорят, что это значение ля иляха илляллах. Это самые знающие из них еще. Из тех, кто пренебрегает таухидом и призывом к таухиду. Если бы свидетельство ля иляха илляллах имело такой смысл, нет Творца, кроме Аллаха, нет дающего пропитания, нет управляющего вселенной, кроме Аллаха. Если бы свидетельство ислама имело такой смысл, что это означало бы? Это означало бы, что те неверные, к которым пришел пророк, алейхиссалату вассалам, к которым он обратился с призывом, к которым его отправил Аллах субхану ва тааля, с которыми он боролся, это означает, что они были мусульманами. Они были мусульманами. Почему же тогда боролся с ними пророк, алейхиссалату вассалам? К чему же тогда призывал он? Они были мусульманами. Почему была вражда между ними? Они были мусульманами, получается. Если ля иляха илляллах означает вот это, то, что говорят они. Потому что они, эти мушрики, эти курайшиты, они признавали таухид ар-рубубия, признавали, что Аллах единственный Господь, и Он посылает на дело, Он управляет всем, Он посылает пищу, никто, нет Творца, кроме Него. Поэтому смысл свидетельства ля иляха илляллах какой? Мы должны знать этот смысл и по-арабски, и по-русски. Ла ма'буда бихаккин илляллах. Ла ма'буда бихаккин илляллах.
То есть нет истинного, достойного поклонения ма'буда. Ма'буд — это тот, кому поклоняются. Илях. Что такое илях? Илях — это ма'буд. Тот, кому поклоняются. Хорошо? Это илях. Так вот, нет ма'буда какого? Истинного, который достоин, чтобы ему поклонялись. Бога, которому можно было поклоняться, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, Бога истинного. Почему мы не говорим, что ля иляха илля означает ля ма'буда илля Аллах? Нет Бога, кроме Аллаха. Многие так говорят. Ля иляха илля, нет Бога, кроме Аллаха. Почему мы не говорим? Почему мы говорим, нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха? Потому что мы тем самым отрицаем в самом начале, когда говорим ля иляха илля Аллах, ля ма'буда бихаккин илля Аллах, отрицаем всех лжебогов. Всему, чему поклоняются люди без права на это поклонение. Мы отвергаем поклонение всему, чему поклоняются наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. То есть мы прежде веры в единого Аллаха объявляем о чем? О том, что мы отрекаемся от веры в Тагута, от веры в лжебогов. Поэтому в Коране сказано: «Иннани бара'у мимма та'будун, илля лази фатарани». Я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь, кроме того, который меня создал. Отречение от лжебогов. Поэтому мы говорим: «Ля ма'буда бихаккин илля Аллах». Нет истинного Бога, кроме Аллаха. Нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Чтобы отречься прежде, чем заявить о своей вере в Аллаха, отречься от чего? От лжебогов, от всему, чему поклоняются, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Автор здесь говорит, посмотрите, выражение «нет никого достойного поклонения» ля иляха. Выражение ля иляха, оно отрицает все, чему поклоняются помимо Аллаха. Ля иляха — отрицание всего, чему поклоняются помимо Аллаха. А выражение илля Аллах, кроме Аллаха, оно утверждает необходимость поклонения одному Аллаху, не приобщая к нему сотоварищей в поклонении, так же, как нет у него сотоварищей в господстве. Автор нам говорит о том, что ля иляха илля Аллах имеет две части, два столпа. Если одного из этих столпов нет, то нет иля иляха илля Аллах. А именно, отрицание и утверждение. По-арабски называется нафи и исбат. Нафи аль-исбат. Отрицание чего? Сначала ты должен отречь, говоря ля иляха. Отрицание чего? Всех, кому поклоняются наряду с Аллахом Субхану ва Тааля, помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Илля Аллах — утверждение поклонения одному лишь Аллаху Субхану ва Тааля, у которого нет сотоварищей в божественности, в достопоклоняемости, так же, как нет сотоварищей в чем? В господстве. Поэтому непременно ля иляха илля Аллах должно заключать в себе две вещи у человека: отрицание и утверждение. Отрицание тагута, отречение от тагута и веру в Аллаха Субхану ва Тааля. Аль-куфр бит тагут валь иману билля. Обязательно. Аль-куфр бит тагут, отречение от тагута, валь иману билля, вера в Аллаха Субхану ва Тааля. Поклонение заслуживает только Аллах Субхану ва Тааля, поэтому все, чему поклоняются помимо Него, это лжебоги. Поклонение это ложное, оно бессмысленное, оно несостоятельное. Кем бы ни был тот, кому поклоняются. Пророкам, ангелам, джиннам, праведникам и так далее. Ошибки в понимании ля иляха илля Аллах. Есть люди, которые говорят: ля иляха илля Аллах значит ля ма'буда илля Аллах. Нет Бога, кроме Аллаха. Нет Бога, кроме Аллаха. Это большая ошибка. Почему? Что это получается? Вникните. Ля ма'буда илля Аллах. Нет Бога, кроме Аллаха. Скажите, разве не поклоняются люди разным объектам, которые они сделали для себя ма'будами, иляхами, богами? Поклоняются. Если сказать, нет Бога, кроме Аллаха, получается, что все эти боги, Бог это кто? Кому поклоняются? Что с любовью возвеличен, это Бог. Все боги эти, которым поклоняются люди, у людей свои какие-то боги, у кого-то страсть, у кого-то идолы, у кого-то святые, у кого-то праведники, у кого-то пророки. Получается, что все эти боги, они Аллах. Нет Бога, кроме Аллаха. То есть каждый из этих богов, которым поклоняются они помимо Аллаха, они что есть? Аллах. Что такое Аллах? Имя Аллах. Аллах аль-Илях. Значение имени Аллах. Истинный Бог.
Аллах, значение его истинный Бог. То есть, получается, нет богов, кроме истинного Бога. Все эти боги, они истинные боги. Они есть Аллах, они есть истинный Бог. То есть поклонение им оправдано, поклонение им допустимо. Вот что означают эти слова. Когда люди говорят, нет Бога, кроме Аллаха. Понятно это или нет? Не очень понятно, да? Когда кто-то говорит, нет Бога, кроме Аллаха, это значение ля иляха илlallah. Что это означает? Это означает, что боги, которым поклоняются люди, они все Аллах. Нет Бога, кроме Аллаха. Богов, то есть объектов поклонения, много у людей, у рода человеческого. Кому они поклоняются? Мы сказали, кто-то поклоняется страсти, кто-то деньгам, кто-то идолам, кто-то праведник, кто-то святым. Да? Это их боги. Это их боги. Они их сделали своими богами, потому что они поклоняются им с любовью и возвеличением. Это их боги. И когда говорит человек, нет Бога, кроме Аллаха, как бы он говорит, всякий Бог, который есть, он что? Аллах. Он Бог истинный. Потому что Аллах это что? Имя Создателя, означающее что? Истинный Бог, заслуживающий поклонения. Понятно? Поэтому говорить нет Бога, кроме Аллаха, это смысл ля иля Аллах, это неправильно. Мы еще раз говорим, а как говорить? Нет Бога, то есть тому, кому поклоняются, истинного, Бога, имеющего право на это поклонение, кроме Аллаха, кроме Создателя небес и земли. Понятно? Еще хуже даже. Еще хуже. Кто говорит, что нет Бога, кроме Аллаха? Ля ма'буда илля Аллах. Что то есть? Не существует богов, кроме Аллаха. Не существует ма'будов, кроме Аллаха. Из их слов можно понять нечто еще более страшное. Что все эти ма'буды, все эти боги, лжебоги, которым поклоняются люди, они есть Аллах, то есть воплощается Аллах во всем. Есть такое заблуждение, очень страшное, среди тех, которые называют себя мусульманами, что все, что мы не видим, это Бог, это Аллах. Аллах воплощается во всем. Это хуже, чем то, что говорят христиане. Христиане говорят, что Бог воплотился в Иисусе. Эти говорят еще хуже. Все, что ты не видишь, все Аллах. Поэтому, когда говорят, нет Бога, кроме Аллаха, еще страшнее. Можно отсюда сделать вывод. Это вот теория воззрения пантеизма, что все есть Бог, все есть Аллах. Видишь, поклоняется идолу, на самом деле это Аллах, Аллах воплотился в этом. Хорошо. Видишь, поклоняется там гробнице, это Аллах, Аллах воплотился в этом. Хорошо. Вот что будет, если сказать ля иляха илlallah, это нет Бога, кроме Аллаха. Понятно это или нет? Почему не говорим мы нет Бога, кроме Аллаха? Когда же говорит нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, тем самым он выражает неверие во все, чему поклоняются люди помимо Аллаха, отречение от всех лжебогов и утверждает, что никто не заслуживает поклонения, кроме Аллаха, что только Аллах заслуживает поклонения. Еще одна ошибка, распространенная очень, которую мы сегодня уже упоминали, это когда человек говорит, что смысл ля иляха илlallah, ля рабба бихак илlallah. Нет Господа, кроме Аллаха. Нет Господа истинного, кроме Аллаха. Что мы скажем? Мы скажем, молодец. Ты признал единственность Аллаха в господстве, что Он единственный Творец, Господь, распоряжает. Но этого недостаточно. И это не смысл ля иляха илlallah. Это не смысл ля иляха илlallah. Иначе мы сказали с вами, многобожники, они бы не упирались, потому что они и так признавали, что Аллах Господь. То есть, хорошо, что ты признал единственность Аллаха в господстве, но этого недостаточно, чтобы стать единобожником и мусульманином. Ты непременно должен признать единственность Аллаха в божественности, то есть в праве быть Богом, в праве на посвящение Ему поклонения, в праве быть тем, кому люди поклоняются. Ты обязан признавать все три вида таухида, не только таухида рубубия, но таухид рулухия, то есть таухид божественности, достопоклоняемости, таухида расма ва сифат. Автор говорит, внимательно посмотрите, смысл он разъясняет ля иля Аллах. Он говорит, слова ля иляха означают, что отрицание всего, чему поклоняются помимо Аллаха. Илля Аллах,
утверждают необходимость поклонения одному Аллаху. Дальше он говорит, что не приобщая к Нему сотоварищей в поклонении. Так же, как нет у него сотоварищей в господстве. Это то, о чем мы с вами говорили раньше. Если Аллах единственный в господстве, нет у него сотоварищей в господстве, в сотворении, во власти, значит, он должен быть единственным и в чем? И в достопоклоняемости, в праве на поклонение. Потом автор говорит, толкованием этих слов, которое разъясняет их значение, является высказывание Всевышнего. Что теперь он приводит? Посмотрите. Автор, рахимахуллах та'аля, что он сначала нам привел свидетельство, да? Потом он привел доказательство на свидетельство ля иляха илля-Аллах. Какое? Из сура Аль-Имран. Засвидетельствовал Аллах, что нет истинного Бога, кроме Него, и ангелы, и засвидетельствовали, и обладатели знания, да? Это доказательство. Потом он разъяснил нам, что такое ля иля Аллах. Так довод привел, разъяснил, что такое ля иля Аллах. Мы поняли, что это ля ма'буда бихакки илля Аллах. Нет объекта поклонения, нет Бога, достойного поклонения. Хорошо. Кроме Аллаха, субхану ва тааля. Нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. А теперь он приводит, что? Толкование в Коране. То есть, теперь эти люди, которым сказали, ты неправильно толкуешь ля иля Аллах, когда ты говоришь, что нет Господа, кроме Аллаха, нет Творца, кроме Аллаха, ты неправильно говоришь. Или когда ты говоришь, нет Бога, кроме Аллаха, а на самом деле посмотри, сколько богов, кому поклоняются, помимо Аллаха, ты неправильно говоришь, они скажут, а где у тебя доказательства? Где у тебя доказательства, что я неправильно понимаю ля иля Аллах? Где доказательства? Мы говорим, да в Коране доказательства. Коран, он толкует нам ля иля Аллах. Как и сунна. Коран нам разъясняет, что такое ля иля Аллах. И поэтому автор говорит, толкованием ля иля Аллах, этих слов, толкованием, которое разъясняет значение этих слов, которые мы с вами сказали, является высказывание Всевышнего. Какое? Читайте. Вот Ибрахим... Громче. Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: «Воистину, я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто сотворил меня. Воистину, он поведет меня прямым путем. Он сделал это, свидетельство о том, что нет истинного божества, кроме Аллаха, словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь». Да. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Посмотрите, вот эти слова, надо запомнить это я хотя бы по-русски. Эти слова из какой суры? Суры Зухруф. А в них толкование ля иля илля-Аллах. И если вас спросят, откуда ты взял толкование такое, вот, пожалуйста. Это один из доводов. Ибрахим сказал своему отцу Азару и своему народу: «Иннани бара'у мимма та'будун». Я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха. То есть обязательно воплощается, нужно воплотить в реальность, что отречение от ширка и от приверженцев ширка сердцем, языком, органами. Нужно отречься от лжебогов. Бара'у мимма та'будун. Отрекаюсь от лжебогов. Это что? Ля иляха, отрекаюсь от лжебогов. Илля лази фатарани, кроме того, кто меня создал. Это утверждение чего? Поклонение только единому Аллаху. Так? Нет истинного Бога, достойного поклонения. Я отрекаюсь от всех этих лжебогов, которые не являются истинными богами. Кроме Аллаха, Он истинный Бог, к Нему направляю поклонение. Вот это вот все ля иля Аллах. Отречение от лжебогов, утверждение поклонения Аллаху субхану ва тааля. Нет истинного, нет Господа, кроме Аллаха. Это и мушрики признавали, что нет Бога, нет Господа, кроме Аллаха. В этом аяте мы видим сначала, что отрицание, объявление о неверии в тагут, в лжебогов, а затем что? Веру, утверждение веры во Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Кроме того, кто меня создал. То есть, если Аллах, Он Создатель, если Он Творец, значит, Он должен быть единственным, кому посвящается поклонение. То есть Ибрахим захотел объяснить своему народу, а его народ поклонялся небесным светилам, своему идолам, что вот все эти божества, которым они поклоняются, все эти объекты поклонения, они не могут быть божествами. Они не годны
для того, чтобы быть богами, чтобы посвящать им свое поклонение. По какой причине? Потому что они сами сотворенные, они созданные, они нуждаются в ком-то помимо себя. В ком-то помимо себя нуждаются, изначально нуждаются, и в процессе своего существования тоже нуждаются. Понятно или нет? Кому они поклоняются? Они изначально нуждались в ком-то, кроме них. В Аллахе Субхану ва Тааля. И в процессе своего существования тоже что? Нуждающиеся. Они сотворены изначально, и в процессе своего существования тоже они сотворены. Только Аллах, в продолжении своего существования, только поэтому Аллах Субхану ва Тааля заслуживает поклонения, потому что Он Создатель. Кто Творец, тот и заслуживает поклонения. Как сказал кто, если вы помните? Ибн Касир. Помните, автор привел слова Ибн Касира. Кто является Творцом всех этих вещей, тот и заслуживает поклонения. И далее в аяте сказано, он сделал это, Ибрагим, сделал это свидетельство. Какое свидетельство? О том, что нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, словом, пребывающим в его потомстве. После Ибрагима, алейхиссалям, в потомках его пребывало это слово, чтобы они могли вернуться на прямой путь. То есть, чтобы они могли вернуться к единобожию, чтобы они могли войти в ислам. Итак, толкование ля иляха илля-Аллах в этом аяте, в суре Зухруф. Но автор не поставил точку, он привел еще одно доказательство, что ля иляха илля-Аллах означает нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, отрекись от лжебогов, направь поклонение только к Аллаху. Какой аят? Аят из суры Аль-Имран. Читайте, да? Всевышний также сказал: «Скажи, о люди Писания, давайте придем к единому слову для нас и для вас о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга Господами наряду с Аллахом. Если же они отвернутся, то скажите, свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами». Итак, скажи, о Мухаммад. Скажи, о Мухаммад и все те, кто последовал за Мухаммадом, саллаллаху алейхи. О люди Писания. Речь идет об иудеях и христианах, а не ахлюль китаб, люди Писания. Та'аляу иля калиматин саваин бейнана ва бейнакум. Давайте придем к единому слову для нас и для вас. Что мы не будем поклоняться никому наряду с Аллахом. То есть с Создателем, с Богом истинным. Мы раньше говорили с вами, что иудеи и христиане, которые были во времена пророка, алейхиссалату вассалям, иудеи и христиане, которые есть сегодня, те из них, до кого дошел призыв ислама, до кого дошла религия Мухаммада, саллаллаху алейхи, но они отказались войти в эту религию, в религию Аллаха, в религию единобожия, они являются неверующими, они войдут в ад. И они войдут в ад. Если умрут на этом, они войдут в ад. Даже если они придерживаются, внимательно, даже если допустить, что есть кто-то из них, кто придерживается в точности того, что было ниспослано Мусе и Исе. Предположим, среди них такой есть. В точности то, что было ниспослано Исе и Мусе, вот он придерживается. Все равно он будет неверующим. Все равно, если он умрет, не уверовав в Мухаммада, саллаллаху алейхи, он является неверующим, и он войдет в ад. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал об этом и предупредил, алейхиссалям, он сказал: «Ля ясмау би мин уммати яхудиюн, валя насраниюн, ау насраниюн, сумма ля юмину би илля дахалян нар». Кто бы из моей общины, будь то иудей или христианин, не услышал обо мне, не уверовал в меня, непременно войдет в ад. Кто-то скажет, как это из моей общины? Иудеи и христиане разве из общины Мухаммада, саллаллаху алейхи? Что мы скажем? В хадисе так: «Ля ясма мин уммати яхудин ва насранин». Из моей уммы, кто бы не услышал иудея или христианин обо мне, а потом не уверует в меня, если он, то обязательно войдет в ад. Скажем, понятие умма, два смысла имеет. Умма да'ва и умма листиджаба. Умма да'ва, то есть это община Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в том смысле, что к ним направлен призыв Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. К ним направлен призыв. Призыв Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, направлен к кому?
ко всем людям, которые жили после прихода Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям с его пророческой миссией и до судного дня. Все это считается умма Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Умма призыва. Хорошо? И верующие, и неверующие, все входят в нее. Умма призыва. И есть умматуль истиджаба. Умма листиджаба, умматуль иджаба. Умма в значении ответившие. Умма ответа, ответившие на призыв Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, то есть мусульмане. Здесь в каком значении? В значении умма ответивших? Нет, в значении умма призыва. Если они, иудеи, христиане, после прихода Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, услышав о нем, то есть до них дошел довод, но они не приняли, не уверовали, то обязательно, непременно войдут в ад. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, он в Коране, в суре Тауба, говорит: «Валя ядинуна дина аль-хак мин аллазина утул китаб». Приказывая бороться Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит в уме: «Валя ядинуна дина аль-хак». Из тех, которые не исповедуют истинную религию, дин аль-хак, мин аллазина утул китаб, из числа тех, которым даровано Писание. То есть их религия, она недействительна. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя ядинуна дин аль-хак». Суре Тауба. Они не исповедуют истинную религию. Их религия недействительна. Приход Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, он ознаменовал что? Упразднение всех предшествующих шариатов. Все. Нельзя сегодня человеку сделать выбор в пользу, я хочу жить по шариату Иса алейхиссалям. Да, я буду единобожником, но буду жить по шариату Иса алейхиссалям, например. Нет. Приход Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям отменил, упразднил все предшествующие шариаты. Поэтому Ибн Таймия, шейх Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, у него есть такие слова: кто утверждает, внимательно, кто утверждает, что наряду с религией Мухаммада существует иная, принимаемая Аллахом религия, тот обвиняет во лжи Всевышнего Аллаха. Потому что Всевышний Аллах сказал: «Инна дина инда Аллах аль-Ислам». Религия перед Аллахом что? Аль-Ислам. Сказал пророк алейхиссалату вассалам то, что сказал. Мы привели с вами довод. И Аллах Субхану сказал: «Валя ядинуна дин аль-хак». И они не исповедуют истинную религию. Поэтому Аллах говорит тебе, что их религия недействительна. Как ты можешь говорить? Есть религии, другие, помимо религии Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, сегодня, которые тоже действительны. Нет. Нет действительных религий. Все они уже несостоятельны, они являются сегодня упраздненными. И вот очень важный вопрос здесь, потому что слышатся призывы там, тут, от людей, у которых нет знания зачастую, а иногда просто с плохими намерениями, что якобы нужно пытаться сближать религии. Сближать религии, находить какой-то компромисс, что-то среднее такое. Договоримся как бы так, на чем-то среднем. И не вам, и не нам, что-то такое среднее изобретем и так вот сблизимся. Вот нужно ли, можно ли пытаться сблизить иудаизм, христианство, ислам, найти между ними что-то среднее, что-то такое, какой-то компромисс? Нет, нельзя. Нет, нельзя. Что? Это не мы говорим нет. Это не мы говорим нет. Это Аллах Субхану ва Тааля говорит нет. Всевышний Создатель говорит нет. Потому что если люди хотят сближаться друг с другом, то значит, как сближаться? Через призыв к исламу. Через призыв к той религии, с которой Аллах отправил своего последнего пророка, а не сближение через какие-то компромиссы, какие-то уступки, нахождение чего-то среднего. Есть только один вариант. Все люди, какую бы веру они не исповедовали сегодня, какой бы веру они не придерживались, они должны войти в ислам. Они должны войти в единобожие, в таухид, в ту религию, с которой Всевышний Аллах отправил к человечеству своего последнего пророка и посланника Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И доказательство это вот этот вот аят. Какой аят? Мы сейчас прошли с вами сура Аль-Имран. Та'аляу иля калиматин саваин бейна ва бейнакум. Давайте перейдем к одному слову между нами и вами. К одному какому? Не компромиссному, а истинному. Какому? Ла на'буда илля Аллах ва ла нушрика бихи шай'а. Будем поклоняться только Аллаху, не предавать Ему никого в сотоварищи. Не брать друг друга, то есть творение берет другое творение, богами, господами, богами помимо Аллаха Субхану ва Тааля. Этот аят доказательство. В нем приказ прийти к одному единому слову, а не к сближению. Точно так же не может быть сближения между рафидитами и суннитами. Между рафидитами, равафид,
и между суннитами. Если рафидиты, алхамдулилля, хотят покаяться и приблизиться к суннитам, у них один выход только есть. Есть только один выход, спасительный. Они должны отказаться от своей религии, от рафидизма, от своей религии, рафидизма, и войти в религию Аллаха Субхану ва Тааля. И дальше Аллах Субхану ва Тааля говорит в аяте: если же они отвернутся, после этого обращения к ним, иудеи, христиане, Ахлюль Китаб, если они отвернутся, то что сделать? Скажи им, свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами. Если отвернутся, то скажите им, свидетельствуйте. То есть будьте свидетелями тогда, что мы мусульмане. Если они откажутся от оставления своей религии, от вхождения в религию Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, скажите им тогда все. Будьте свидетелями, что мы мусульмане. Вы не захотели войти в ислам. Вы захотели остаться неверующими. Вы не захотели покориться тому, с чем пришел от Господа Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, вы неверующие, а мы предались Аллаху субхану ва тааля, являемся мусульманами. И в книге Китаб ат-Тавхид, пусть Аллах субхану ва тааля позволит нам изучить эту книгу, автор говорит, что вот это свидетельство «Ля иляха илlallah» у человека, оно не будет действительным. Недействительно. Даже если он его языком произносит, говорит «Ля иляха илlallah», даже если он совершает богоугодные деяния, то есть подтверждает это свидетельство какими-то богоугодными деяниями исламскими, деяниями поклонения, деяниями ислама, но если он к этому не добавит обязательно отречение от всего, чему поклоняются наряду с Аллахом Субхану ва Тааля, если он к этому не добавит неверие в Тагут, в лжебога, свидетельство, что недействительно. Ля иля Аллах недействительно. Даже если он говорит ля иля Аллах, даже если он намаз совершает, но не добавил вот это, что? Отречение от лжебогов, от всего, чему поклоняются помимо Аллаха. И если человек сомневается вот в этом, веровать в Тагут, не веровать в Тагут, отречься от Тагута, колеблется, такой человек не единобожник. Человек не вошел в единобожие. Это очень важно. Итак, ля иля Аллах обязательно содержит два столпа. Какой? Отрицание и утверждение. Отрицание лжебогов, всему, чему поклоняются помимо Аллаха, и утверждение поклонения только одному Создателю, Субхану ва Тааля. Это что касается ля иляха илlallah. Мы с вами изучили, что доказательство, то, что это свидетельство является столпом, да? Доказательство на шахада ля иляха илlallah. Потом, что мы изучили сами? Смысл ля иляха илlallah. Затем мы привели доказательства на толкование из Корана и Сунны. Автор привел два аята. На самом деле их больше. Два аята. Один из суры Зухруф, второй из суры Аль-Имран. Мы разобрали с вами свидетельство ля иляха илlallah. Поговорили о доводе на это свидетельство из Корана и суры Аль-Имран. Затем разобрали значение свидетельства ля иляха илlallah. Затем разобрали с вами неправильные тафсиры, неправильные варианты понимания ля иляха илlallah, которые распространены, к сожалению, среди многих мусульман. Объяснили, почему неправильно так толковать ля иляха илlallah. Потом были приведены доводы из Корана на вот то толкование, которое мы сказали. Ля иляха илlallah. Продолжим, иншаллах, после намаза. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва аля алейхи ва саллям.